Впервые в Уфе состоится глобальный нетворкинг по охране труда. Свыше 100 специалистов из более чем 30 городов России приедут сюда, в столицу Башкортостана, для того, чтобы обсудить самые важные вопросы. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Луиза Нигматзянова, руководитель отдела общества с ограниченной возможностью «Симбиоз», представитель Союза специалистов по охране труда Российской Федерации. Здравствуйте. Предстоит очень важное мероприятие. Мы сказали о том, что это впервые принимает Уфа, но, насколько я понимаю, это вообще впервые проводится масштабный форум от вашего объединения, от Союза специалистов по охране труда. Совершенно верно. Союз специалистов по охране труда образовался, некоммерческая организация, образовалась в прошлом году. В честь этого мы решили организовать глобальную конференцию специалистов по охране труда. Это впервые организовано. И, дай бог, будет в будущем. Какие вопросы будут обсуждаться? Уже с 2021 года глобальные перемены в охране труда происходят. То есть у нас, у специалистов, прям мы все ждем всегда с ужасом 1 января, 1 марта, 1 сентября. Стабильно у нас изменения в области охраны труда. И это приводит к тому, что специалисты должны постоянно изучать нормативные документы и приводить свою систему управления охраной труда в соответствии с законодательством, вследствие чего у них возможности общения непосредственно с персоналом все меньше и меньше, потому что главная цель и главная задача специалиста по охране труда – это все-таки общение с персоналом, с рабочим персоналом обычным, чтобы внедрить им в их умы то, что безопасность прежде всего зависит от них самих. И у специалистов не остается для этого времени. Вот с этой целью и создан был Союз специалистов по охране труда. Луиза Рифовна, вот вы говорите о том, что специалисты по охране труда с ужасом ждут 1 января, 1 марта, 1 сентября. Вообще очень многие эти даты, наверное, ждут не с таким спокойствием на душе, но тем не менее. Почему эти даты так беспокоят? Неужели так много нововведений? Или что меняется? Или алгоритм? Почему? И так часто, 3 раза в год? Специалист по охране труда, его задача – это изучать международный опыт передовой и отечественный передовой опыт и внедрять это у себя на производстве. Вот я считаю, что наш законодатель, они именно изучают передовой опыт зарубежный, в том числе и изучают наш опыт, который ранее не был зарегламентирован в законодательстве, но многие специалисты это делали. И они внедряют это теперь в нашу систему управления охраной труда Российской Федерации, так как посчитали, что это необходимо и что это улучшит условия труда. Вот. Ну, с ужасом ждут. Наша цель и заключается в том, чтобы не было этого ужаса. Мы делаем все для того, чтобы специалистам было легче. То есть мы сами изучаем и даем нужную информацию для специалиста, чтобы они не затруднялись, изучая сами те или иные законодательные акты, потому что разночтение может быть. Вот. И поэтому с нами, с Союзом специалистов по охране труда, им будет намного легче все это понять, осознать и применить у себя на производствах. Например, к тому же мы даем много образцов документов, подсказываем, как в тех или иных ситуациях можно выйти из того или иного положения, стараемся максимально именно к их отрасли деятельности подобрать какие-то варианты решения. Вот. Но я и полагаю, что предстоящий нетворкинг – это как раз одно из таких мероприятий для того, чтобы восполнить какие-то, может быть, пробелы и чтобы разобраться в этой теме, потому что один из вопросов, которые будут обсуждать, это нововведение с 1 января 2025 года. Конечно. По поводу изменений, которые произойдут 1 января 2025 года, у нас уже все подготовлено. Да, мы и онлайн это уже просвещали, освещали эту тему. И теперь же на конференции обязательно поднимется одна из первых этих тем, именно касательно изменений с 1 января 2025 года. Помимо этого также будем давать
информацию о том, что такое вообще политика охраны труда. Мало кто понимает это. Также подскажем и обсудим вопросы, как произвести оценку профессиональных рисков. Сейчас наше государство больше рискоориентировано. И, соответственно, идет такая политика в области охраны труда, что сначала нужно просчитать все риски, а потом допускать работников к производству работ. Вот, соответственно, и эту тему мы поднимем. Кроме охраны труда, на этой конференции будут обсуждаться проблемы пожарной безопасности, электробезопасности. То есть достаточно обширные и серьезные темы, которые беспокоят специалистов по охране труда, потому что вот эти вопросы тоже возлагают на наших специалистов по охране труда, то есть и пожарная безопасность, и электробезопасность, и вообще организация всей этой безопасности, так скажем. Вот. Будет очень познавательно и полезно, поэтому рекомендую всем посетить наше мероприятие. Да, мероприятие состоится 15 ноября. Еще есть возможность заявиться, стать его участником? Конечно, есть возможность заявиться, стать участником. Для этого даже вот узная Союз специалистов по охране труда, просто в Яндексе, если набрать Союз специалистов по охране труда России, то выйдет обязательно сайт Союза, и можно будет там уже заказать какой-то билет на это мероприятие. Будут спикеры со всей России, вот, с Санкт-Петербурга, с Симферополя едут. И помимо того, что будем освещать все эти темы, плюс еще и неофициальный такой, неформальный нетворкинг будет, общение непосредственно со всеми спикерами и обсуждение всех тем. Помимо этого будут также представители власти на нашей конференции, нашей башкирской, власти Башкортостана. В общем, как-то так. Будет плодотворно. Плодотворно, да. Луиза Рифовна, ну из один из вопросов, понятно, что сейчас у специалистов охраны труда меняется специфика работы, меняются особенности работы. Почему? Потому что у нас в принципе меняется рынок труда, и он действительно мобильный, а соответственно нужно быть мобильным и специалистом охраны труда. Вот расскажите о нынешних особенностях, потому что же есть и онлайн-работники. Как это отражается? Ну, с точки зрения мобильности, да, это очень вообще замечательно стало, с точки зрения онлайн, что кто-то может работать, кто-то на дистанционном формате, да. Да, у нас уже наше законодательство на эту тему подумало, решило все вопросы. То есть с работникам, которые работают онлайн, более мягкие, скажем так, требования. Почему? Потому что работодатель не может обеспечить контроль за его рабочим местом. Работодатель не выдает ему материалы, инструменты, соответственно, он не может за этим следить, за контроль, следить за тем, в каком состоянии это оборудование, материалы. В связи с тем, что вот такие вот существуют уже рабочие места, которые в дистанционном формате, у которых их рабочее место прописано, что у себя дома, по месту жительства, то, соответственно, и у работодателя меньше, соответственно, и у специалиста меньше каких-то хлопот по поводу того, чтобы провести там специальную оценку условий труда или как-то контролировать за этим. Но именно нюанс заключается в том, что в трудовом договоре должно быть это все прописано. Вот. Луиза Рифовна, если говорить о том, что сейчас очень много и производств, и предприятий, есть мелкие, крупные, насколько вообще соблюдаются правила охраны труда? Есть же правила, регламент. Вот сейчас насколько следует этому закону работодатель? Вы знаете, наверное, для кого-то это будет удивительным, но вот работая в аутсорсинговом агентстве «Симбиоз», я уже обратила внимание на то, что работодатели наши все больше и больше становятся ответственными. Вот если взять, например, статистику по несчастным случаям, да, за 2023 год было 23% только несчастных случаев произошло только из-за того, что нарушены организационные моменты. Все мы знаем, что организационные моменты больше зависят от работодателя.
Вот. Да, это большая цифра, это все равно остается лидером по несчастным случаям, именно по причинам несчастных случаев. Тем не менее, за 4 года мы уже на 9% снизили вот этот показатель. Это о чем говорит? О том, что с каждым годом работодатели все больше и больше начинают серьезнее смотреть на эту проблему. И я думаю, благодаря и нашему законодателю тоже. Потому что, честно скажем, если бы законодательство не требовало, возможно, работодатели не беспокоились об этом. Вот. Я считаю, что это очень хороший показатель, что хотя бы по организационным моментам уже на 9% снизились несчастные случаи. Вот. Соответственно, могу сделать вывод, что более ответственно начали относиться. Да, нанимают, ведь сейчас же много возможностей. Можно не держать в штате специалиста по охране труда. Можно нанять индивидуального предпринимателя, который занимается этим, или аутсорсинговую компанию, как наша ООО «Симбиоз». Да? Тем самым и, получается, и в налоговых моментах поменьше они тратят. Не надо содержать этого человека, не надо ему рабочее место организовывать. Аутсорсинговые агентства или индивидуальные предприниматели сами себе организовывают рабочее место. И в то же самое время, тем самым они и беспокоятся о том, чтобы у них все в области охраны труда было нормально. То есть соблюдались все требования законодательства, и в первую очередь, всегда говорю, именно был человек, который им подсказывал, как должно быть все, и человек, который будет общаться с их персоналом на эту тему. Вот, поэтому я думаю, дальше будет еще лучше с точки зрения того, что работодатель будет более ответственным. Луиза Рифовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о предстоящем мероприятии. Давайте еще раз напомним для тех, кому это будет интересно. 15 ноября в Уфе состоится глобальный нетворкинг, участником которого могут стать именно специалисты по охране труда. Правильно, регистрация еще открыта, можно принять участие через официальный сайт объединения, верно? Да, через официальный сайт объединения. Также можно по телефону 989-284-82-27. Если напишут в WhatsApp, тоже можно все это организовать. И еще хотела сказать, это мероприятие ведь полезно не только специалистам по охране труда, оно также может быть полезно для работодателя, то есть для тех, у кого малый, средний бизнес. Поэтому приглашаем всех, не только специалистов по охране труда. Спасибо огромное. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.